Уважаемые и дорогие коллеги, старейший из членов Ассоциации выпускников Юрий Николаевич, наша благородная доктор медицинских наук Светлана Васильевна и заслуженный врач Российской Федерации всех времен Борис Эрвандович. Сегодня 2025 год, 1 сентября. Что бы вы пожелали всем тем выпускникам, которые состоялись за 95 лет нашего колледжа? Пожелания ваши, тех, кто жив. Ваши пожелания. Ну что я могу пожелать? Всем медицинским работникам этого колледжа здоровья духовного, накоплять в свою голову, мозги и душу знаниями для воспитания и лечения наших молодых, нашего поколения, которые сегодня здесь были на площадке. Светлана Васильевна, вы что бы пожелали? Что я могу пожелать, действительно? Всем, кто здесь работал, всем, кто здесь учился, всем, кто здесь ушел уже, может быть, в иной мир, я желаю всем очень благоприятного состояния души, очень благоприятного состояния разума, чтобы у них было желание оказывать помощь людям от всего сердца, от всей своей души, от своего разума, чтобы они все понимали, что поднимали свою духовность, свою жизнь и сделали нашу жизнь в республике благодатной и красивой. Юрий Николаевич. Ну, мне кажется, самое главное у студента слушать. Это главное слушать, учиться, учиться и учиться всю жизнь. Не только в этом колледже, а продолжать и дальше совершенствовать свою выбранную профессию. Вот я думал, какой бы образ, такого медика, потому что это ж только начало медколледж. Никому не возбраняется идти дальше по ступеням совершенства. И мне пришел на ум лучший, во-первых, любовь, вера, любовь, надежда и мудрость – это главные основы пирамиды человечества. И вот это веры, конечно, любви, надежды и мудрости я желаю всем педагогам в первую очередь и всем там кураторам, много кто были, студентам. И здесь бы, не знаю, где-нибудь еще один образ или там поставить памятник. Но мне кажется, я вот думал такого. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Быть добро! Быть добру и свету, любви.